Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. В Санкт-Петербурге убит глава осетинской общины Борис Кочиев. По подозрению в преступлении задержан его родной сын. С апреля текущего года повысилась оплата за детский сад. Теперь родители должны отдать на 160 рублей больше. Глава Северной Осетии поощрил разовой стипендией лучших студентов ГМИ. Все лауреаты – учащиеся архитектурно-строительного факультета, выпускником которого является и сам Теймураз Мамсуров. Эти и другие темы далее подробно. В Санкт-Петербурге убит глава осетинской общины Борис Кочиев. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили 2 апреля в собственной квартире. По подозрению в преступлении задержан его родной сын Ринат Кочиев. По одной из версий следствия, молодой человек зарезал отца во время ссоры. Сам Ринат рассказал другую историю. По его словам, отец пытался покончить жизнь самоубийством. Однако парень хотел помешать и выхватил у него нож. Между ними завязалась небольшая борьба. Затем молодой человек покинул квартиру и только ночью обнаружил тело отца. Полицию вызвал сам же Ринат Кочиев. Сейчас он задержан, обстоятельства преступления выясняются. Близкие Бориса Кочиева до сих пор не могут поверить, что в этом виноват его сын. Мы связались с руководителем полномочного представителя Северной Осетии в Санкт-Петербурге Борисом Газаловым. Пока идет следствие, версия, что на почве бытовой драки якобы сын нанес, во что очень трудно вериться, но мы часто общались, что выдвигают такие версии. Я не знаю, насколько они обоснованы. Я его хорошо знал, я за ним это не замечал. В северную столицу Борис Кочиев переехал 40 лет назад, занимался частным предпринимательством. Долгое время был первым заместителем руководителя общины Петербурга, а с 2011 года возглавил ее. Похоронят Бориса Кочиева в родовом селе в Сунже. Ему было 59 лет. Врачи, которые решили поработать в сельской местности, получат дополнительную материальную поддержку. Медицинским работникам в возрасте до 45 лет выплатят 1 миллион рублей на обустройство при условии, что они будут обслуживать местных жителей следующие 5 лет. Об этом сегодня сообщили на заседании правительства республики. Несмотря на то, что предыдущий год выдался сложным, социально-экономическое развитие Северной Осетии осталось на достойном уровне. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 15% и составил более 36 миллиардов рублей, а средняя заработная плата за предыдущий год – 20 269 рублей. Министры отчитались и за 122 миллиона, которые выделили из федерального бюджета на улучшение жилищных условий определенных категорий граждан. Государственную помощь получили 114 ветеранов Великой Отечественной войны, 14 ветеранов боевых действий, а также семьи инвалидов. Изменения внесли в закон об организации ремонта многоквартирных домов. Владельцев квартир освободят от уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт, если с момента сдачи постройки в эксплуатацию не прошло более 5 лет. Связано это с многочисленными обращениями граждан к региональному оператору. И, в принципе, они имеют под собой основу, потому что первые 5 лет после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома генподрядчик несет за него ответственность. То есть все мероприятия, которые бывают связаны с текущим ремонтом, или если, не дай бог, возникает капитальный ремонт за столь короткий срок, то генподрядная организация обязана это привести в соответствие. С апреля текущего года повысилась оплата за детский сад. Теперь родители должны отдать на 160 рублей больше. Однако нововведение не распространяется на льготников. Всего их 2800 человек по всему Владикавказу. Оплату за пребывание детей в дошкольном учреждении повысили впервые за последние 3 года. Она была 990 рублей в месяц. Теперь эта сумма составляет 1150 рублей. Подобное повышение родительской оплаты, оно несущественно. Практически 160 рублей позволит дополнительно привлечь в течение года порядка 10 миллионов рублей, что пойдет на развитие муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В данном случае это вопросы повышения качества питания, витаминизации питания и хозяйственных расходов. Отметим, что государство гарантирует компенсации в размере 20% от стоимости оплаты за одного ребенка, 50% за 2 и 70% за 3 и более детей. Начальник управления образования администрации Алексей Тменов говорит, что несмотря на увеличение, родительская оплата во Владикавказе остается самой низкой на территории всего Северокавказского федерального округа. Анжела Засохова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров наградил 4 студентов Северокавказского горно-металлургического института именными стипендиями. Все лауреаты, учащиеся архитектурно-строительного факультета, выпускником которого является и сам глава республики. Таймураз Мамсуров отметил отличную учебу студентов 3-го курса Георгия Козаева, Ирины Кудзиевой, Мурада Кулова и студентки 2-го курса Инны Гудиевой. В своем вступительном слове Таймураз Мамсуров подчеркнул, что считает профессию строителя одной из самых важных. Он обратился к студентам с просьбой оставаться верными своей профессии и продолжать трудиться на благо республики. Нам посчастливилось учиться на факультете, который закончил сам глава нашей республики. И для нас огромная честь и то, что именно сегодня именно сам он вручает нам эти сертификаты. Нам очень приятно то, что он до сих пор поддерживает наш вуз, весь педагогический состав и особое внимание уделяет нам, студентам. Мы надеемся, что мы оправдаем его доверие. Ахиллес? Я Ахиллес. Молодец. Скажи, я хожу в садик. Умница, сыночек, ты ходишь в садик. Маленький Ахиллес участвует в акции, посвященной Всемирному дню распространения информации об аутизме. В свои 6 лет он уже одержал немало побед. Несмотря на аутистическое расстройство, мальчик легко пошел на контакт с нашей съемочной группой и совсем не стеснялся камеры. Как говорит мама Ахиллеса, аутизм не заболевание, и отношение к этому диагнозу часто бывает неправильным. Мы хотим вот в таком вот положительном, веселом ключе немножко показать и наших детей, что это те же самые детки, просто с небольшими особенностями, которые могут и должны быть включены в жизнь, в социум. Само собой ничего не дается. Это постоянная систематическая работа как специалистов, так и семьи. Аутизма бояться не стоит. Лучшее лекарство для детей – естественная среда. Общение со сверстниками и занятия с квалифицированными педагогами могут сотворить чудо. Ребенок выходит из своего замкнутого мира. И очки оденем, вот так вот, оба, и носик оденем. Вот тебя точно на этой фотографии тогда никто не узнает. Скажет, а что это за чужая тетя на фотографии? На базе Владикавказского детского сада номер 88 уже 2 года работают так называемые инклюзивные группы. Помимо обычных детей, там обучаются малыши с ограниченными возможностями здоровья. Всего их 56 человек. С ними работают учителя-дефектологи, психологи, логопед и руководитель физвоспитания. Большой прогресс можно наблюдать уже через год. Некоторых ребят перевели в общие группы. Это расстройство затрагивает каждую сферу жизни ребенка, поэтому в создании необходимых условий для ребят участвуют все. Наши специалисты уже сейчас при необходимости сопровождают ребенка в школу, в детский сад. Это касается всех детей-инвалидов, не только с расстройством аутистического спектра, потому что они выделяются в особую группу только по специфике их состояния. Чтобы иметь какую-то статистику, нужно иметь четкую методику, кто попадает под этот круг лиц. И вот сейчас такие методики, оценки, они очень отличаются. О проблемах аутизма поговорили и на круглом столе. Официально в республике зарегистрировано 35 детей, страдающих аутизмом. Это те, с кем медики и специалисты активно работают. На самом деле их может быть в разы больше. Выявлять расстройства на ранних стадиях в Северной Осетии еще не научились. Но продвижение в обеспечении социальной поддержки особенных детей, несомненно, есть. Сейчас все силы брошены на то, чтобы современное общество приняло аутистов. Тамила Хамицаева, Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Небоскреб от Андрея Лапина. В нотно-музыкальной библиотеке открылась экспозиция работ молодого художника под названием «99 этажей». Это его дебютная персональная выставка. В экспозиции представлено более 20 картин. Работы написаны за последние 2 года. Андрей – студент 4-го курса факультета искусств Северо-Осетинского государственного университета. Признается, в работе предпочитает использовать тушь и перо. Вдохновение молодому художнику искать не приходится. Он переносит на полотно картинки и сюжеты из реальной жизни. Я арендую мастерскую Союза художников, и со мной арендуют еще 3 художников. Они достаточно постарше меня, и всегда хочется как бы их догнать по мастерству и тому подобное. И даже бывает интересно себя заставлять, потому что пришло время, когда уже замечаешь, что просто не можешь уже не работать как бы над собой, и как бы творчески. И даже на Новый год я вот на этот рисовал, на свой день рождения рисовал. Я не знаю, уже не получается без этого как-то никуда. Все желающие могут посетить выставку Андрея Лапина еще месяц. Тома Вальва, Марина Аркаева, Заур Цеов, Осетия ТВ.